Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Будущее наступило. Вот так новые технологии могут переместить нас из Казани в Челны на завод КАМАЗа. С помощью сети 5G и очков виртуальной реальности можно посмотреть, как работают предприятия и прогуляться по цехам. И это только часть возможностей, которые дает проект МТС и Ericsson. Частная промышленная сеть 5G для завода КАМАЗ позволяет вести видеонаблюдение. Групповую связь обеспечивает надежность, безопасность работы предприятия. Эта сеть не подвержена коммерческому трафику и не подвержена влиянию коммерческих сетей. И это крайне важная история, потому что все мы на сегодняшний день говорим в первую очередь об информационной безопасности. А это еще один проект МТС и Ericsson. Первая в России умная опора Smart City Pole находится в Иннополисе. Внутри мачты оборудование базовой станции 5G, точка доступа Wi-Fi, видеомониторы, камеры, датчики и сенсоры, которые ведут экологический мониторинг территории и помогают водителям найти свободное парковочное место. С этого года такие опоры появятся в городах-миллионниках страны. Это эффективное, экологичное и гармоничное решение для городской среды. Помимо базовой функции связи, Smart City Pole обеспечивает инновационные основу для развития и запуска других приложений. Сегодня республика – пилотный регион по внедрению сети 5G. 19 новых компаний стали резидентами Иннополиса. В IT-сфере работает более 40 тысяч специалистов. Одна из основных задач – перевод услуг в цифру. Кроме того, в 2024 году в Татарстане появится 25 новых федеральных сервисов. Один из них уже работает. С конца прошлого года уже доступен в пилотном режиме для жителей республики первый из 25 суперсервисов – Европротокол онлайн. Дополнительно к 25 цифровым сервисам, сгруппированных по жизненным ситуациям, в Республике Татарстан в текущем году будет реализовано 7 мобильных и платформенных суперсервисов. Усилить меры кибербезопасности. Такую задачу Айрат Харулин поставил Центру информационных технологий. Это связано с хакерской атакой на портал госуслуг. В этой связи прошу от нового руководителя Центра информационных технологий в соответствии с принятым антикризисным планом неукоснительно предпринять и обеспечить дополнительные меры защиты информации по всем 70 информационным системам, которые размещаются в Республиканском центре обработки данных. Большой московский вам рахмат. По итогам Татарстан обогнал остальные регионы России по созданию рабочих мест в IT-сфере в 2 раза. В числе лидеров республика оказалась при переходе на цифру. Когда на заседании правительства подводились итоги по переходу на цифру, Татарстан был назван среди отличников и лидеров в этом вопросе. Был назван заслуженно, потому что степень и уровень подготовки, они были выше всяких похвал. Есть и проблема. В 22 селах республики до сих пор нет мобильной связи. Президент Татарстана отметил, для города и села должны быть равные возможности. Кроме того, Рустам Минниханов поручил навести порядок в информационных системах. В республике разработано более 170 информационных систем, только 55 из них числятся на балансе министерств и ведомств. При этом в разных системах одни и те же данные могут учитываться по нескольку раз. Информатизация и информация разрозненная и несогласованная. Президент Татарстана поручил необходимо продолжать развивать МФЦ, обеспечить быстрый процесс приема заявлений от граждан, отказаться от курьеров и бумажного оборота. Так, в этом году в многофункциональных центрах планируют установить криптокабины для выдачи загранпаспортов с биометрией. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.